Вітаю вас! Надышла пора, калі варта змяніць рэальны ход часу і прымусіць яго рухацца ў адваротным накірунку. Гэта наперад у мінулае. Мы ў старажытным Слуцку, адкуль рухаемся яшчэ глыбей. Всем доброго дня! Как всегда, в назначенный час мы начинаем движение в места, где когда-то зарождалась и продолжает храниться аутентичная белорусская песня. Будьте с нами! Паведамляю, мы ў Казловічах. З чаго пачыналася гісторыя гэтай вёскі і як склалася яе сапраўднасць, я і збіраюся зараз даведацца. А я рад представить вам солиста группы Бивербенд Сергея Бобровича. Именно с ним мы будем слушать сегодня песни, которые сохранились в памяти местных жителей. Добрый день, у вас в гостях программа «Наперед у минулое». Меня зовут Юрий Ващук, и я приехал не один, а с солистом группы Бивербенд Сергеем Бобровичем. Наш коллектив называется «Ячовские вечерки». Коллектив был створен в 1979 году. Вы видите, что все молодые девчата, все на работе. И поэтому после работы собираемся вечером тут, в нашем палаце культуры, и проводим за песнями свой вольный час. Ой, да ты солнце, я. Я вспоминаю свое детство, когда каждое лето я ездил отдыхать к бабушке в деревню. Ну и практически каждый вечер собиралась молодежь возле дома на лавочке. Я брал в руки баян, собирались также люди более старшего поколения. И мы пели все эти песни народные, кто какие вспоминал. То есть народное творчество, народные песни близко мне по духу, с самого детства, можно сказать. Браво! Ну, с такими голосами явно у вас есть какая-то концертная деятельность. В святковании города Ганновера были, у Дня культуры Беларуси в Узбекистане, у первом международном фестивале фольклору. Мы часто удельничаем у международных фестивалях. Несколько раз ездили в Москву и представляли там наши делегации. На дожинках у мостах Шкловине, Свижи, Слуцку и Молодежне. Так. Мы удельничали у Бобруйску, у международном фестивале «Венок дружбы». Поэтому еще как перелечить, где мы были, и зараз это надо говорить. И зараз собираемся. Город Пинск, первый всебелорусский фестиваль фольклора. Ось зараз мы проспеваем весельную песню, нашу местовую. Вышла мать, да зятя страшать, да не так страшать, як выглядать. Тем не вельми пьяный, тем гораша бран, тем не жаль. Наперад у мінулае і мы ў вёсцы Казловіча. Па меркаваннях мясцовых жыхароў калісьці жылі ў гэтых землях землямеры. А инструмент, которым они мерили землю, называется козлы. И поэтому деревня получила название Козлович.
Неподалеку от Козловішаў ёсць паросшы лесам узгорак, акружаны рвом. У ім водится рыба. Называют его церковище. Рассказывают старожилы, что называется церковище потому, что когда-то стояла там церковь на этом месте. И когда шла служба, церковь провалилась вместе с людьми, которые были в церкви. Кажуть, на Вялікдзень можно почуть с-под земли спевы и звоны. Как я понимаю, значит, вас иногда приглашают на свадьбу, и вы исполняете эти песни, да, обрядовые? То есть у вас практикуется? У нас целый там цикл. Як починає невеста збиратися к веселью, як маті сустракає, як відправляємо в церкву. Розступітеся, вороє, да не переходьте дороги, да нехай пройде Господь Бог щастям доляю наперед. Ну, я вижу, стоят мужчины с инструментами. И, может быть, давайте все вместе исполним громко и красиво белорусскую песню. Вот шансоны попели, зараз голы мужики. Солнце засветило на дворе, а у хлопца девки в голове. Треба души пажику показ, няма часу любу вытирать. А волы стоять зовут, ночью пчелы не будут, только в дудочку не идут, девки сами не идут. А волы стоять зовут, девки сами не идут. Во время записи передачи прозвучали разноплановые песни, и обрядовые, и народные, и авторские. Но вот песня про валов, она сразу мне как-то приглянулась, потому что она близка мне по духу, и я почувствовал, что смогу исполнить ее вот в таком стиле, который близок мне. А волы стоять зовут, ночью пчелы не будут, только в дудочку не идут, если девки сами не идут. 28 мая 1755 года со Свято-Троицкого монастыра ў Слуцку мощи святого покутника Гаўрыіла переносили у Белосток. Были грязные улицы, но вся грязь была свезена из улицы, с улицы этой, и вымощены были или деревянными настилами, или вот такие полотна ложили в 5 рядов, полотна самотканные. Для кожного надворку ставили стол с иконами, кветками, хлебом, солью. И проходили через эту деревню жители различных деревень, которые встречались по пути до Козлович, и потом уже до самого Уречья шел этот крестный ход. А я напомню, что мы в гостях у коллектива «Ячовские вечорки». Здорово. Ну, я бы даже не стал останавливаться и сразу же слушал бы следующую песню. Уж больно вы красиво поете. Давайте споем жнивную. Вот пение не мешает работе? Людям легче працаваць. Раней на вазы пасядуць і едуць на работу, а без песен ніколі яны не ехалі. Напрацуюцца да цемна, едуць назад, обязательно яны паюць на весь голос. Ой, у полі на раздолі девка жита жала, з глибокої криничаньки коня напаяла, коніки
Браво. Замечательно. А расскажите, пожалуйста, про историю названия вашего коллектива. В 1979 году у маленькой вёсачцы Ячева на базе бригадного колгасного клуба был створаны вось гэты калектыў ячаўскія вечоркі. 18 удзельнікаў было, 18 жанчын, яны заўсёды гаварылі на сябе: мы жанчыны з-пад плоту. Яны ніколі не стаялі на сцэне, ніколі не спявалі, каб у канцэртах, у якіх удзельнічаць. Але ж як сышліся, дык уже на 3-й год мы паехалі і удзельнічалі на Ўкраіне ў днях культуры Беларусі на Ўкраіне. А нехай наши мужики споют. Нехай споют мужики. Хай поют. В основном мы встречались вот с женскими коллективами, но тут радует то, что и мужская половина, так сказать, поддерживает, мужской хор. То есть впечатление самое благоприятное, очень радостно, что люди вот не забывают белорусскую песню и свой досуг посвящают возрождению белорусской культуры. Працягваем паглыбляцца ў мінулае вёскі Казловічы. У 1927 годзе тут ствараецца калгас імя Кірова. Першы яго старшыня Фёдор Живоглот. Это был колхоз-миллионер. Слава об этом колхозе шла далеко за пределами Белоруссии. Это был колхоз-миллионер. Руководил им Сергей Дмитриевич Лемещенко, герой социалистического труда. У тыя часы славіліся Казловічы заможнай гаспадаркай и заводом по вырабу консервов с гароднины. Сюда приезжали различные люди. У нас был и Машеров, и министр культуры Михневич. И приезжали делегации из разных стран. Ну, вот вы говорили, что сидеть не привыкли, все время двигаетесь. Вот скажите, а какие танцы, наверняка, значит, вы и танцуете во время пения или просто отдельно танцы какие-то народные? Танцуем народные танцы. Танцуем гапака, лявоньку, краковяк, месяц, лысы, нареченьку. То есть народные танцуем танцы. мы еще то, что танцевали наши бабки и дяды. Спяваючи песню, мы тут же переходим на танец, потом становимся и снова спяваем. Хлопцы, а может под Испань заиграем? Под Испань! А что, уже эти вопросы? Конечно. Так давайте петь. В огороде верба росла, в огороде верба росла, там стояла девка красна, я на краснощек
красива, явно краснощей красива. Я еду, Леонид, счастлива. Я еду, Леонид, счастлива. Я еду, Леонид, счастлива. Нема того, что любила. Нема того, что любила. Нема того, что любила. Разрояли злым я люди. Друзья, вы знаете, к большому сожалению, наша программа не может уместить всех ваших песен. У вас очень богатый песенный репертуар. Поэтому еще с большим удовольствием мы еще одну песню послушаем. На закусочку, да. Летцы мои добрые! Я у меня дочушка. 35 годов я ее кормлю. Хоть бы кто за эти годочки переступил порог. Ты что ты пришел? За кого идти? Скажи. А я ще лепей покажи. Ой, да за тобой пойти любые. Конечно. Хоть горбатый, хоть рабы. Летний день короткий стал, мужичок пришел, Вася дочку запытал. Чи шакаешь ты сватов? Вот шагаю, робный так, а не могу ночами спать. Приеду, тяти нет, и твой никто не клялся мне. Ой, дома не была, ой, тебя не ждала. Ты дарена не ходи, я придешь, предупреди. Покахала ты, Мартина, добрый доктор для скотины. Як ты будешь у бяде, мы полечите тебе. Что ж ты тогда захотел? Я уже все житье потел. От его я сеть живел и тел, правду ты тягол. Ой, дома не была, ой, тебя не ждала. Ты дарена не ходи, я придешь, предупреди. И работника без меры, тяжел будут кавалеры. Ты мне вельми надоела, от головы заболела. Ой, летели шеры гуси в небесной вышине. А я убил, как заставился до наступной осени. Ой, дома не была, ой, тебя не ждала. А ты, татка, поживи. Я ж тебе ходик покорми. Ой, ой! Эх, друзья, ну что, огромное вам спасибо за подаренные эмоции, улыбки, голоса. Правда, очень здорово. Одним словом, дай вам Бог здоровья, чтобы у вас хватало сил на то дело, которое вы делаете. Мы добро погуляли у вас на вашем славном святе. Жадаем доли доброй вам и счастья в вашей хате. На каждый день и каждый час она терпеливая бывала, и как ты заботились о вас. Горелка, хлеб и сало, мякайте, зайдем, зайдем, а вам життя, что и той медок, прожить, как кожный мог за 100 год, мякай восливати его, прожить, как кожный мог за 100 год, мякай восливати его. Ну, Сергей, твои впечатления? Ну, очень милые, симпатичные женщины. Мне понравился этот вечер замечательный. И как бы радостно, что люди не забывают свои корни белорусские. Самое важное, что в твоем репертуаре появится отличная белорусская песня. Ну, а мы с вами увидимся в студии. Закончыўся гістарычны экскурс у мінулыя вёскі Казловічы. Давайте будем вяртацца, не развітваюся. Мы вярнуліся ў сапраўднасць. Менавіта тут аўтэнтычная песня, што засталася з мінулага, будзе набываць сучасную афарбоўку. Назірайце за працэсам. А продолжаем мы в студии звукозаписи. Из услышанного в Козловичах нам приглянулась песня «Валы». Но там мы отдыхали, а теперь поработаем. Мы начинаем. Валы з яру не выходят, и девки сами не приходят.
над ракою ночь и день. Хлопец да девчины самый день. Да, хорошо. Давай еще разочек. Я понял, все, давай. Лапа, лапа-дау, лапа-папа-дау. Лапа, лапа-дау, лапа-папа-дау. Жартоўны тэкст народнай песні «Валы» у нетыповым выкананні ў жанры шансон і, як бачыце, набывае яшчэ больш яскравае іранічнае адценне. Нас еще ждет акустическая гитара и, возможно, флейта. А валы стоять рвуть, ночью пчелы не гудуть, горьки в дудочку не идут, девки сами не идут. Пишем. И... Не, поскольку по тексту там «Кольки у дудочку не дуть, девки сами не идут», значит, мы в дудочку все-таки подуем, так что флейту будем писать по-любому. Вот нормально, да, более так разухабисто, да? Вот такое воплощение получила народная песня из Козловичей в исполнении Сергея Бобровича. Но это еще не все. Трек нужно окончательно откорректировать. Зрэшты, і гэты этап ужо ў мінулым. Так што спярша слухайце арыгінальнае выкананне і адразу сучасную трактоўку песні «Валы». І, натуральна, вяртайцеся да нас наступным разам, каб разам рушыць наперад у мінулае. Солнце засветило на дворе, а у хлопца дірки в голове. Треба вишивати купатась, няма часу любу витирать. Мы только что закончили запись вот этой песни про валов в современной аранжировке. И хочу сказать, что она, ну, вообще сейчас мне еще понравилась больше, потому что она мне близка по духу, и вот она близка в той манере, в которой я исполняю свои песни. Засвятила на дворе, а у хлопца девки в голове. Треба ночью пашеньку пахать, няма часу любу выбирать. А валы стоять рвуть, ночью пчелы не гудуть, горьки в дудочку не идут, девки сами не идут. Ой, ты, батька родный, поможи, доведи малого до мяжи. Прийди, девчина сама, коли закурича в ночь сова. А валы стоять рвуть, ночью пчелы не гудуть, горьки в дудочку не идут, девки сами не идут. Валов, да и попадали долу. Хлопец на сову все глядит, а сова сама себе молчит. Валы из яру не выходят, и девки сами не приходят. Над ракою ночь и день, хлопец да девчины самый день. Стоять рвуть, ночью пчелы не гудут, горьки в дудочку не идут, а верьте, девки сами не идут. Лапа, лапа-бау, лапа-папа-бау.